Ассаламу алейкум, Махкой. Добрый день, дорогие друзья. Некоторые из вас, наверное, уже видели фотографии и видео в социальных сетях про парня из Твери, парня из русской семьи, который узнал о том, что он был усыновлен и получил информацию, получил документ об своем усыновлении, где в документе значится его совсем другие фамилия, имя, отчество. По-видимому, фамилия, имя, отчество – это чеченские. По-видимому, у него как минимум отец был чеченцем. И этот парень ищет своих родственников. Всю свою жизнь, свои 24 года, этот парень прожил под именем Ефимов Андрей Владимирович. Однако, судя по документу, который вы видите, при рождении его звали Али Мирзаев Ибрагим Ахмедович. Вот парень ищет своих родных. Многие люди с ним уже связывались, тем более, что он свой мобильный телефон оставил в социальных сетях. И мы, в свою очередь, с ним также связались. Надо сказать, что парень устал уже от звонков, от сообщений, уже не знает, как кому отвечать. И мы с ним договорились, что мы дальше через свой канал попробуем найти его родственников. Он сообщил о том, что просто не имеет возможности отвечать на все звонки, на все сообщения. Просил прощения у людей и просил через канал передать людям, что он просто физически не может ответить на все звонки, на все сообщения. Так что мы вам сейчас представляем документ, который вы видите. Документ об усыновлении. Я вам давайте этот документ сейчас зачитаю для тех, кому плохо видно. Российская Федерация, глава администрации Центрального района города Тверь, Тверская область. Постановление номер 125 от 03.95 года. Число не очень хорошо, не очень разборчиво. Об усыновлении несовершеннолетнего Али Мирзаева Ибрагима Ахмедовича. Далее говорится: рассмотрев заявление Ефимова Владимира Алексеевича и Крыштопенко Натальи Александровны, проживающих по такому-то адресу, об усыновлении несовершеннолетнего Али Мирзаева Ибрагима Ахмедовича 19.01.95 года рождения, принимая во внимание, что есть официальный отказ матери-одиночки от ребенка, в интересах несовершеннолетнего, руководствуясь такими-то статьями, постановляю разрешить Ефимову Владимиру Алексеевичу и Крыштопенко Наталье Александровне, я не знаю, как правильно ударение делать, прошу прощения, усыновить несовершеннолетнего Али Мирзаева Ибрагима Ахмедовича с записью усыновителей родителями усыновленного, присвоить Али Мирзаеву Ибрагиму Ахмедовичу фамилию Ефимов, имя Андрей, отчество Владимирович, дату и место рождения оставить без изменения, копию настоящего постановления направить в отдел ЗАГС для регистрации. Вот такая вот информация, вот такой вот документ. Поэтому мы со своей стороны будем стараться дальше искать родственников этого парня. А те, кто может так или иначе помочь в этом вопросе, пожалуйста, связывайтесь с нами через канал Даймох Онлайн. Можете, конечно, и напрямую с тем парнем связаться, но, как мы уже говорили, он просто-напросто не имеет возможности отвечать на все звонки, на все сообщения, но нам он отвечает. Вот такая вот информация. Дальше сейчас я уже покажу видео с его участием и с участием его близкого друга Зелимхана. Эти оба парня, они занимаются боевыми искусствами, занимаются единоборствами, участвуют в боях в формате, который называется «Стрелка» на ринге. Ассаламу алейкум. Хочу обратиться ко всем войнахам с просьбой. В общем, из-за того, что я выложил свой номер телефона в социальные сети, мне стало поступать очень много звонков. Все люди хотят помочь, пообщаться, узнать, что там, что случилось, как у меня дела. Всем за это большое, огромное спасибо. Но мне одному эту информацию всю фильтровать очень сложно. Поэтому есть просьба. Всю информацию, которую вы узнаете, отправляйте на канал на YouTube Даймох Онлайн. Вот.
ده رئيس خيش حوصلتهم غدر شو خزا خيش دولش вот да си дольше масерет хамси дираш ассаламу алейкум да дикня гойти ва ами войне хожри ишери Все, всем всего доброго. аликеш Адекюльшу. Саламу алейкум, вижери, ижери. Синохчин подписчик, дел рез хелшун, аж эщу поддержкина. Вроде сказал правильно. В общем, что хочу сказать. Пожалуйста, не обижайтесь, не держите на меня зла, кому я не отвечаю, потому что мне очень сложно, вы все пишете. У меня, значит, вот пока историю не выложили в группы чеченские, у меня было 5200 подписчиков, сейчас 10 тысяч. И все, кто подписались, все пишут в Инстаграме. Там даже, вообще, мне кажется, без вариантов, я там даже не отвечаю. Вот. Помимо мне также в WhatsApp пишут. Вот там я еще могу как-то ответить. В Инстаграме вообще без вариантов. Также на номер телефона мне звонят. Кто звонит, я всегда отвечаю. Алейкум. Я обращаюсь сейчас именно к тем людям, кто сомневается в том, что я чеченец по национальности, и что вот эта история, которую я рассказывал, это все правда. Значит, я почитал комментарии под этим видео, где я рассказываю, что я чеченец. Меня очень сильно задели эти слова. Многие думают, что это все ради хайпа было сделано, что я просто в шоке от того, что вообще кто-то может так подумать. Я там упоминаю такие вещи, как война, что я потерялся, и кроме меня много миллионов людей как бы потерялось. Это судьбы многих людей затронуты. Как можно на этом хайповать? Это каким надо быть моральным уродом, извините за выражение, чтобы делать хайп на таких вещах? Я на такой не способен. Сейчас я выложу документ, где все будет написано. Я тогда пару слов сложу на своем языке, но точнее на нашем, так скажем. Короче, хаусал же первую ночью вошел ушин. Герче хаусами гадашин, там бел хаюис, там волш хана, война на хабиш, не только бир, дух нах мобилой бой, короче. Синдела, садоцы, да, сагана брокун на востал да, вот долч на востал, Аллах билlah, он да, он цай, Аллах, чё не готов, но Аллах его ксал йо, сей долч на востал да гашул, синдела, что масара, ой дуй ходишь, ночью мобилой, да, он Аллах. Мой дух швой долча на восток дадис тендел дал эктибол но масера короче я думаю братья и сестры нас и слушали так что дал дик не огой дал эктибол Выложу документ, и вы уже сами все увидите, почитаете. Единственное, что в этом документе я зачеркнул адрес, где живет моя мама, потому что она пожилой человек уже, как бы, и что если кто-то захочет со мной пообщаться, не пришли к ней по адресу, потому что я там не живу. Вот. А так в документе все написано. Единственное, что, да, я маленько неверно сказал, это тот момент, что она меня установила 8 месяцев. Это неправда было. Получается так, что документ сделан от 6 марта 1995 года, значит, как мама мне уже сегодня сказала, что она практически сразу после того, как я родился, меня усыновила, потому что в документах, ну, как там написано, что якобы моя мама от меня отказалась. Вот, я, конечно, не сомневаюсь в этом, но меня не было тогда, я событий этих не знаю. Ну, очень сложно, как бы, со всеми разговаривать. То есть, я вчера вот... как проснулся, наверное, с утра и до вечера мне все звонили, я вот со всеми общался, потому что каждый хочет помочь, как-то поучаствовать, ну, просто познакомиться, вот, и знаете, я как в колл-центре сижу постоянно на трубке, ла-ла-ла-ла-ла-ла, и с каждым пообщаешься, энергии по чуть-чуть каждому отдашь, я уже под вечер очень уставший был, спать хотел, приятно, конечно, в то же время и тяжело. И вот в течение дня я вот слышал одну и ту же фразу очень часто. В любое время, дня и ночи, мы тебе поможем, ты наш брат, обращайся, звони, пиши, в любое время. Ну,
Классно, конечно, меня это очень радует. Но в то же время очень устаю. Вот так. Поэтому, как бы, ничего плохого не подумайте. А то вот в WhatsApp некоторые пишут, ну, там, привет, туда-сюда. Я, значит, не отвечаю. И вот один там мне нагрубил, думал, что я обманываю его. Я ему, конечно же, когда это увидел, я ему сразу же ответил, показал там документ. Он извинился, объяснил всю ситуацию, говорит, что типа ты не отвечаешь. Я думал, что это какой-то, ну, фейк или что-то такое. Вот. Ой, в общем, вот такие вот дела, ребята. В общем, в WhatsApp потихоньку отвечаю. Некоторые новости есть, возможно, уже родственники нашлись. Буду сейчас вот эту, ну, потихоньку информацию пробивать. Вот. Попозже, может, в прямой эфир выйду, чтобы хоть как-то кому-то ответить. Как-то так. Всем хорошего.